Поселок Черский Нижнеколымского района доставлено 25 овцебыков. Животных разместят в местном резервате. Репортаж Ирины Квитковской. Эти уникальные животные преодолели нелегкую дорогу. С Анабарского района летели самолетом. После на вертолете были доставлены в особо охраняемую природную территорию резерват Курдигино-Крестовая. Животные прибыли по республиканской программе расселения овцебыков на территории Республики Саха-Якутия. Пока доставлена первая партия, но в рамках данной программы планируется доставить еще 50 особей. Слава Богу, наконец-то прибыли наши долгожданные овцебыки, самые отдаленные наш район, поэтому мы сегодня готовы и принимаем их. Сейчас первый рейс доставки их в резерват Крестовая Курдигино. Уже сразу же, как вы видите, бурно началась разгрузка и погрузка в вертолет. Овцебыки проехали, долетели нормально, вроде бы так, все хорошо. В общем, пока загружали в самолет, все было хорошо. Ну и полет, видимо, тоже перенесли нормально. В ресурсный резерват овцебыков доставляли в 2 этапа. За один раз вывести животных было невозможно по правилам авиационных перевозок. Ценный груз укомплектован, и вертолет берет курс в сторону Восточно-Сибирского моря. Именно там, в 300 километрах от Черского, находится особо охраняемый природный резерват. Мы работаем в рамках государственной программы Республики Саха-Якутия по увеличению, сохранению биоразнообразия республики. Среди отловных животных есть те, на которые повешены радиоошейники. Они будут давать сигнал, и даже мы из Москвы будем знать, где и в какое время находятся наши животные. Вот наконец-то вертолет приземляется, коробки с животными выгружаются, и овцебыки выпущены на долгожданную свободу, в среду своего естественного обитания, где раньше проживали их предки. Надеемся, что халарчинская тундра скоро станет для этих животных родной. Для службы новостей НВК Саха Ирина Квитковская, Ишхан Саркисян, Нижнеколымский район.